Вот мы приглашение отправили. Ой, ну здравствуйте всем. Прекрасно выглядите, чудесно сегодня выглядите. Спасибо большое, что с нами. Вот. Господа, я думаю, хотел представить с вами Дадаева Айдана. Это эксперт управления разъяснения Департамента госдоходов. И сейчас она представит своего коллегу, вот, второго эксперта. Это был для вас сюрприз, мы тоже не говорили. Вот. Ну и как бы приступим к нашему основной задаче. Сегодня поговорим по всеобщему декларированию, третий этап. Айдана, прошу. Спасибо огромное вам, Айдар Уралжанович. Спасибо огромное за предоставленную возможность такую. Мы, извиняйте, конечно, у нас были технические неполадки, вовремя не смогли, чуть-чуть опоздали. Надеемся, что будем вам полезны. Спасибо огромное. Дорогой гость всегда опаздывает, как говорится. Может быть, да. Дорогой гость всегда опаздывает. Спасибо за ожидание. Хочу предоставить вам спикера. Сегодня у нас с нами руководитель отдела непроизводственных платежей Управления госдоходов по Мыдырскому району Жандарбеков Алмаз Рустембекович. Будем рады вашим вопросам. Надеемся, будем вам полезны. Пожалуйста, Алмаз Рустембекович, вам слово. Здравствуйте, Алмаздар. Прошу, Алмаз Рустембекович, мы с вами тоже много часто встречались по работе, очень опытный эксперт. Прошу, аудитория в вашем распоряжении. Так, то тут сегодня тема же всеобщее декларирование. Совершенно верно. В текущем году, да, с 1 января, так как вы многие уже знают, наверное, давно уже она идет, с 1 января 2021 года данная процедура введена. Первые годы сдавали государственные случаи более подготовленные лица. Также приравненные супруги. Далее в 2023 году туда добавились работники квазисектора и их супруги, тоже более-менее знающие отчетность. И с этого года уже третий этап, с 1 января 2024 года, это индивидуальные предприниматели, а также руководители и учредители юридических лиц, которые по состоянию на 1 января 2024 года по системе считаются зарегистрированными. То есть это даже касается тех, которые временно приостановили, временно как-то не работают. То есть если по состоянию на 1 января они заявление не подавали на закрытие, то данная категория обязана представлять в этом году данную декларацию. А оставшиеся категории, уже которые не перечислены ранее, они уже сдавать будут в следующем году, как четвертым этапом. В целом данная декларация сдается по месту жительства, то есть по-простому по месту прописки. Бывает налогоплательщик в прошлом году проживал в Астане, в этом году переехал условно в город Алмата, раз в Медведевский район, тогда он по месту на сегодня, когда перед подачей декларации, в каком районе он проживает, в том регионе он подает данную декларацию. И какие-то, если будут, скажем, недочеты, где-то что-то забыли или что-то неправильно указали в этих отчетностях, там предусмотрены, бояться не надо, там дополнительные отчетности предусмотрены. Что-то где-то забыли, это что-то дописать можно, но это все можно в пределах срока давности. С момента подачи 3 года можно подавать. Далее, данную форме в основном указывается то имущество, которое расположено за пределами. То есть люди, наверное, многие боятся, первый раз кто сдает. Там, хоть у нас в основном же, как недвижимость, какие-то активы в основном расположены в Казахстане, то есть это все не указывается, потому что эти все средства, эти активы у государства есть, то есть по первому запросу эти сведения в налоговый орган не попадают. Поэтому у нас в этот момент там в основном в этой отчетности надо указывать только то имущество, которое расположено за пределами РК. Кроме него, в этой форме надо указывать наличные средства, можете указать в пределах 10 тысяч МРП. Но эти пересчеты 34 миллиона 500. Бывает это в ячейке, банки лежат, они тоже считаются наличными. Или кто-то любит дома, в банках, как говорится, или под подушкой. Эти средства для чего нужны? Со следующего года у те декларанты, которые в этом году предоставили 250 форме, у них появится другая форма, 270. Там надо отражать за прошедший период доходы.
доходы и расходы. Доходы, ладно, вы указали зарплаты где-то что. А расходы, скажем, какие-то приобретения будут. Квартиру купили, машину купили или где-то земельный участок. То есть там уже надо покрытие искать. За счет каких средств. Если где-то кредит взяли, понятно, может где-то не хватит. Там как раз этими средствами можете воспользоваться. Скажем, у вас вы декларировали в пределах 30 миллионов, 34 миллиона. И эти средства вы как собственные средства использовали. Кроме него, по желанию можно указывать, там бывает, люди многие занимаются рисованием, кто-то любит, кто-то собирает драгоценные камни, собирает. Ну, вот это все можете тоже указывать, для чего. Тоже в следующем году, если что-то приобретаете, в виде расхода указывать. Но только каждое имущество он должен оцениваться отдельно. По состоянию, скажем, мы сейчас в этом году касательно говорим индивидуальных предпринимателей и руководителей, они по состоянию на 31 декабря 2023 года это имущество должны оценить через официальные оценочные компании. И его потом могут как расходы учитывать. Там могут быть, кто-то занимается лошадьми, дорогие породистые, которые стоят более 3,5 миллиона. Бывает кто-то кошками, собаками. Они тоже есть такие породы, которые дорого стоят. Но бывают там разные моменты. Если такие имущества имеются, они добровольно могут сами указать. Но его государство не обязывает. Если указали, его завтра могут как расходную часть указать. Кроме него, как я до этого говорила, зарубежное все имущество, активы, банковские счета, если имеется, тоже она в совокупности должен превышать 1000 МРП. Если в переводе 3 миллиона 450, если превышает, скажем, в Америке какой-то счет есть, в Турции есть или в какой-то другой стране. Если в совокупности бывает, кто-то открыл счет, забыл. Но если сумма не превышает, если там недвижимость, если имеет земельный участок, ну, его обязательно надо указывать. Потому что эти средства, по эти сведения, где-то через 2 года, если к нам придут, при сверке, при инвентаризации мы обнаружим, это будет как считаться нарушением. То есть его надо обязательно указать. В Казахстане надо будет указывать то имущество, которое в долевом участии, скажем простыми словами, это в черновом варианте покупают же, котловане, то есть еще дом полностью не построен, но договор составлен. Это почему надо? Потому что в следующие года он как официально может появиться в 25-м. То есть это имущество тоже в договоре, какая стоимость указана, в этих пределах его надо тоже отразить в данной форме. И, конечно, эти дебиторская и кредиторская задолженность. Скажем, вы должны кому-то, кто-то вам должен. Это тоже обязательно должно быть только основное условие через нотариальную палату, через нотариус надо заверить. Тоже официально по состоянию на 31 декабря 2023 года. Скажем, вы долг брали условно в 22 или 20 годах. То есть вам надо уже определить на ту дату какая, или остаток, может быть там 10 миллионов брали, сейчас остаток 3. Или наоборот, какими-то процентами стало 11 миллионов. То есть вот эту сумму надо закрепить с датой 31 декабря. И вы можете условно, если декларацию подавать будете условно сегодня у нас какое? 4 апреля, то до этой даты можете, только там надо отразить дату 31 декабря, не 4 апреля. То есть это основные эти моменты. Если какие-то вопросы есть, чтобы понятнее было, наверное, ответ-вопрос, наверное, будет более подробно. Да, то есть я хотел бы, правильно у нас понял, всеобщее декларирование будет как работать? Ну, именно активы свои должны внести, да, которые вот заработали за все это время в 250-й. А потом мы должны какую-то декларацию ежегодную, да, сдавать? Алмаз Расульевич. Да, вот это часто это касательно, если индивидуальный предприниматель, который в этом году входит в систему, она для этого говорится входная декларация. То есть его один раз сдают, потом его забываем. Со следующего года сдают о доходах 270 форму.
его уже ежегодно дальше сдают. Последующий год. Понятно. 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 Хорошо. Тогда давайте связь что-то подвесим. Все слышно у вас? Все хорошо? Да, мне хорошо Отлично. слышно вас. Хорошо. Тогда давайте к вопросам. Да, вот мы сейчас говорим, были какие-то изменения, да, в 270-ю форму. Ее вроде бы облегчили. Скажите, прокомментируйте, это правда или нет, да, и когда же будет внесена изменение вот, в 270-ю? Да, это касательно 270-й формы 29-го. Это ежегодная, да, Алмаз Рустамбекович? Да, Давайте, это чтобы которая понятно, касается, прям так если... сказать, ежегодная. Это кто сейчас в эту форму сдают, это государственные служащие, квазисектор, которые ранее они вошли в эту систему, 250 прошлый период сдавали. Они в этом году уже сдают 270 уже. В этой форме, да, его немножко облегчает. 29 марта текущего года уже подписан документ Министерством финансов, где там она упрощается. Скажем, если мы пока что она в системе не реализована, ну, на днях она, возможно, будет. Нам вроде обещают до конца апреля он в системе будет. В этой форме будут уже ранее в основном у этих категорий что есть? Заработная плата есть. Да. То есть эта категория, она исключает. Для чего это делается? Потому что эти как сведения у государства есть. То есть, во-первых, он... Работодатель 200-ку же сдает? Да, это планируется со следующего года же еще другие категории. Там будут пожилые, пенсионеры будут, студенты, которым будет сложно это заполнять. И они уже эти доходы у государства берут, они фиксированы, везде есть. То есть его можно не указывать. Но это касается только того дохода, который у нас в Казахстане указан. То есть его... То есть, Алмаз Рустамбекович, чтобы не было разночтений, да, то, что вы сейчас прокомментировали, это мы говорили о 270-й ежегодной. Да, о доходах, которые, вот да. Именно это касается, да, которые в этом году государственные служащие сдают, и квазисектор, который в прошлом году 250-ю форму называли. А кто в этом году первый раз входит, это их не касается. У них это будет на следующем. Спасибо большое. Это очень было важное уточнение, чтобы не было непонимания глухого телефона. Я думаю, спасибо большое за ответ. Больше второй такой, больше текущий вопрос. Значит, если у налогоплательщика имеется квартира, машина, зачем указывать в этой декларации, если налоговый так знает о них посредством выставления ежегодного налога? Второй вопрос. Если я, например, зарплаты накоплю на отдых, будут ли у меня вопросы о том, что откуда я взяла деньги на этот отдых? Два вопроса. Понятно, у людей это первый вопрос, это всегда кто в госслужбе работал, как мы, ранее всегда это все указывали, что в Казахстане. А в этой форме, как раз таки я до этого говорил, все имущество, которое расположено за пределами РК. Надо что на территории Казахстана указано, эти сведения у государства есть. То есть их не надо указывать. То есть то, что имеется за рубежом только. Супер. И второе, которое, если в воздух собирается доходы, они нет, они ничем преследоваться не будут. Подтверждать не буду, да, его? Да, применяться не будут. Хорошо, понятно. Дальше, третий вопрос поступил. При продаже своего движимого имущества, авто, прицеп или тягач, купленные в 2015-2019 году, платим ли мы с этого налоги и нужно ли их указывать, соответственно, в 250 и 270? Так, в 250 форме указывайте, что нажитое до сегодняшнего дня, а 270 за прошедший период. Сейчас в этом году прошедшим периодом является 23 год. То есть, если вы это имущество продали в 23 году, сейчас которые озвучили, то его по старой форме, пока мы указываем, но в новую, которые уже подписаны, его тоже исключают. Кроме государственной службы. Кто относится к государственной службе, они будут представлять его. А остальные категории его уже тоже исключают. Но пока она подписана буквально недавно, то есть она еще в систему еще не вошла. По старой форме его надо сейчас указывать. То есть как доход, если получили, и потом покрытие расходов. На какие средства они были приобретены. Или что-то вы продали, купили, или кредит взяли,
или взаймы у кого-то взяли, или собственные средства какие-то были. Понятно. Что-то непонятно? Хорошо. Давайте следующий вопрос. Единственный вопрос, можно уточнить, на какую дату в итоге им надо отражать вот это входное? На сегодняшний день или на 31 декабря 23? Все отчетные даты 31 декабря, прошедшего периода. Да. То есть, если у него на 31 декабря вот эти его тягачи, прицепы числились, он их должен отразить? Да. Нет, если то имеется, который в Казахстане. Да, в Казахстане, совершенно верно. В Они-то все Казахстане в не Казахстане. указывают, а за рубежом указывают, да. Вот эти моменты. Я понял, хорошо. Так, а вот, кстати, технически посоветуйте, пожалуйста. Вот мы же, помните, с вами поговорили по 270, да, что вот с 29 марта будут изменения. А вот такой вопрос. В связи с тем, что 270 в кабинете налогоплательщика еще не обновлена, можно в старой форме 270 не указывать эти доходы, которые были отменены? Вообще порекомендуйте, стоит ли дождаться нового обновления 270 или сдаваться? Как Я так скажу, если у этого налогоплательщика на руках справка есть, то его можете указать. Потому что раз уже в новой форме его нету, то есть она будет считаться, нарушением не будет считаться. То есть, скажем, ему бегать в бухгалтерию, заново собирать, его не надо. Пустую пусть сдает, пропускает этот пункт. И сдает те пункты, которые есть. В течение года что-то приобретали, за рубежом, если что-то есть, эти моменты может указать. То есть, если они забыли, главное, чтобы система эту форму приняла. Система одобряет, что вы сдали отчетность. Все, с этого момента к вам претензий не будет. Потому что это изменение, она действует с 1 января 2024 года. А сейчас сегодня 4 апреля. Вот поэтому очень важны комментарии именно экспертов, которые работают в территориальных органах. Большое вам спасибо. Давайте продолжать. Я считаю, что вот подобные комментарии очень ценны. Следующий вопрос. Должен ли руководитель сдавать форму 250 и в 2024 году, если он сдавал уже как муж госслужащий, и до этого у него было? Так, ну, знаете, это такие случаи немного встречаются. Скажем, раньше, если в госслужбе работал или в квазисекторе, то есть если эту форму заранее он сдал, если 50 прошлые периоды, то его повторно он не сдается. Я до этого он говорил, дальше он идет, да, 270. да. Тогда они уже дальше сдают вот эту 270 за прошедший период. Знаете, еще хорошее выражение в этой сети. Кто зашел во всеобщее декларирование однажды, уже обратно туда не выйдет. Да, да обратно хода нет. Один раз уже 250 сдал, все, как бы дальше уже работает. Ну да, что накопил, его указывает, дальше уже, да, последующие года, прошедший период отчитывается и все. Так, индивидуально спрашивают, индивидуальные предприниматели до какого числа должны сдать форму 250? Ну там срок единый. Это раньше было, это путаница. Вначале было два там разделения, до июля, до сентября. Сейчас вот этого, что понимания не было, все уже один срок. Конечный срок 15 сентября. Но его ждать не надо. Сейчас уже с 1 января они идут. Сейчас вот этот ажиотаж пойдет к концу. Как у нас, вы знаете, да. Коммунальные платежи, они поступают 10-1 числа, они идут 25-го и в очереди стоят в кассах. Здесь то же самое будет. В системе, возможно, зависание будет, потом люди нервничать будут, потом... Да, совершенно верно. Чтобы этих моментов исключить, я призываю, чтобы сейчас пока везде свободны, они везде реализованы. Могут налоговую прийти, у нас тоже эти консультанты специальные назначенные сидят. Можно через систему сдавать. В принципе, она такая простая форма. Кстати, Алмаз Рустамбекович, помните, в свое время, до пандемии, там были терминалы налогоплательщиков. В связи с пандемией и постпандемийный период мы их временно как бы закрыли. Они сейчас восстановили деятельность? Да, они открыты уже. Они сейчас работают, то есть там есть все так же. 1 января 2023 года они работают, да. Спасибо. Так, подали заявление на ликвидацию индивидуального предпринимателя в декабре 2023 года. В этот раз ликвидация прошла 1 января 2024 года. Какие у него налоговые обязательства по всеобщему декларированию, Алмаз Рустамбекович? Вот здесь получается, если он, до этого я как говорил, если по состоянию на 1 января 2024 года он в системе проходит как зарегистрированный индивидуальный предприниматель, он обязан подавать. Если он 29 декабря, даже 31 декабря подал заявление,
обработан в системе, тогда он на следующий год переходит. Это важно. В системе она должна быть обработана. Система должна показать, это не зависит от подачи заявления, а обработки в системе. Система, если показывает 29 декабря, тогда он не декларант. Нет, у него из вопроса система показала 1 января. Если 1 января показывает, тогда он, да, он должен подавать в этом году. Ну, в принципе, там бояться нечего. Какая разница? В этом году сдал, в следующий год та же форма. Как говорится, все там будем, как говорится, да? Какая разница, когда? Да, люди боятся, как будто да, год пройдет, там что-то изменится. Но она действительно несложная форма сама. Соглашусь, в основном она, по-моему, я как понял, да, она в основном упор делается на иностранные активы. Потому что казахстанские активы не надо показывать. Банковские счета, по-моему, казахстанские не надо показывать. Но они все обложены, да. Скажем, наши зарплаты... А если даже если активы не обложены, все равно они их видят так или иначе. Уже... Ну, основной целью она является выход с тени же, да. Понятно. То есть, где, давайте дальше. Хорошо, хорошо. Если неправильно сдали декларацию, да, как это исправить? Для этого предусмотрено, как и другие формы, там дополнительная декларация. Но она подается в течение 3 лет срока давности. Скажем, он в этом году забыл, в следующий год может дополнить, по следующему году, пока 3 года не пройдет, у него есть такая возможность. Что за... Скажите, пожалуйста, вот продолжение, Алмаз Рустамбекович, а вот вопрос по поводу задолженности, которую мы открываем, кредиторскую, мы ее можем потом корректировать, или что все-таки надо ее, вот, ее надо сразу отразить и все? Именно только вот это один пункт, который нельзя. То есть его один раз указали, все, оно корректировке не подлежит. То есть давайте сразу скажем, дорогие подписчики, все, что связано с займами, да, физическим лицам, юридическим лицам, не банкам, соответственно, это лучше отразить сразу, это потом откорректировать мы не сможем. Корректировки она не подлежит, да, разовая только указываю, а остальные все пункты можно допой сдать. Да. Можно мне. Спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, вопрос идет, подписчик спрашивает, если я оформлена как учредитель ТО, доля у меня 50%, как она пишет, все это было сделано формально, я ничего никогда не получал и там не работал, нужно ли мне сдавать декларацию? Ну, это, видите, у нас же, как по бумажке, если вы зарегистрированы официально учредитель и руководитель, по состоянию на 1 января 2024 года, тогда вы обязаны сдавать данную форму. А там не указано, что вы официально, неофициально. Вы по системе проходите, и у вас возможность есть получать доходы из источника Казахстана. Поэтому вы обязаны подавать. Не только вы, еще супруг. Кстати, очень правильное замечание. Да, не забываем наших вторых половинок, что если вы индивидуальный предприниматель, то вы тоже должны сдать. По закону, да, женаты, тогда да, еще супруги должны подавать. Да. То есть сразу скажу, да, Казахстан растет, понимание у нас разное. Речь только об официально зарегистрированных браках, верно? Да, только официально зарегистрированных. Хорошо. Следующий вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли у меня ценные бумаги, которые куплены на КАСе, на Казахстанской фондовой бирже, должна ли я заполнять форму 240? В этом году я уже буду заполнять форму 270 как сотрудник государственного сектора. Или хватит только формы 270? Видите, если вы успели сдать, там же срок был до 31 марта, если 240-ю форму сдали, тогда оттуда берете, только указываете доход. Потому что повторно облагаться не будет та форма. И он уже обложен. Если вы 240-ю не сдали, можете воспользоваться 270-й указать. Тут сроки чуть-чуть дальше, до 15 сентября. То есть, кто сдал 270-ю форму, 240-ю нельзя сдавать, потому что она удвоение будет. Я вот тоже думаю, может быть, мы им порекомендуем в таком случае, если она сдали 240-ю, может, лучше пусть отзовут, да, а потом спокойно по закону сдадут 270-ю, чтобы не было... Отзывать не надо, там как в виде дохода укажут, а повторно на облагаться, где вид налога, там не будет указано, она предусмотрена в системе. Ну, хорошо. Повторно не возьмет, да. Хорошо. Здравствуйте, в 2024 году зарегистрировали ИП, в этом году 250-ю не сдавали, в следующем году будем. Код налогового органа ставить по месту жительства физического лица или там, где зарегистрировано ИП?
Это понял. тоже. ИП в другом... Если ИП зарегистрировано после 1 января, они переходят на следующий год. То есть другими, как другие граждане будут сдавать совместно. То есть ИП, они в категорию ИП не входят. И они указывают, да, не по месту регистрации индивидуального предпринимателя, а именно по месту жительства. Это важно, да. По месту жительства все остается. Ясно. Указывать доходы ИП, которые... то есть, перефразируя вопрос, нам, как индивидуальным предпринимателям, сдающим 250-ю форму, нужно узнать, отражать доходы, которые указаны в ФНО 910, и нужно ли указывать отчуждение автотранспорта, если нет имущественного налога, а также указывать ли дарственную. Это, видимо, речь идет о 250. Если 910 предусмотрено, как раз его такие надо указывать. Но только там графы есть корректировки, чтобы они налог не посчитали. Да, вот тут корректировки надо указывать, что эти доходы уже обложены в другой форме, 910. Ну, как доход его надо указать. Доход надо указать. Это даже для меня, ну, спасибо большое. Так, следующий вопрос. Будучи руководящим работником, при вступлении в должность в 2022 году сдавали форму 250 за себя и супругу, форму 270 в 2023 году. В 2024 году он прекратил свою работу в квазигоссекторе и открыл ИП. Но это в 2024 году. Нужно ли сдавать декларацию 250 в 2024 году и, наверное, в 2025 году? И какую форму? Да, но до этого, которую говорили, она для этого и называется входная. То есть входную 250-ю форму они уже сдали в 2022 году. То есть последующий он сдает уже 270. Там уже изменения не важны. Он в категории индивидуальный предприниматель перешел или в государственную службу, или где-то куда-то, он уже последующий 270 сдает и все. Понятно, спасибо. И, наконец, один из самых популярных вопросов, на самом деле вот их было много. Должны ли супруги учредителя ТО, который является нерезидентом, сдавать форму 250? Ну, если учредитель официально зарегистрирован в Казахстане до 1 января 2024 года, тогда как супруг он не обязан сдавать. Независимо, понятно. Если они проживают здесь, то есть доход получают здесь, из источника Казахстана, то есть они обязаны представлять данную форму. Алмаз Рустамбекович, а там вот сможете прокомментировать, ежегодную нерезиденты тоже, да, должны сдавать? То есть вот она сейчас, вот эта супруга нас даст, да, декларацию как нерезидент. Нерезиденты, а тут основной показатель, он если является учредителем или руководителем какой-то организации, предприятия. Тогда они сами сдают и параллельно супруги. А это 250-ю, да, форму? В этом году, да, 250-ю сдают. В следующем году уже у них появляется 270-ю. 270-ю, хорошо, хорошо. Ну, тогда весь вот перечень вопросов, таких вот вопросов ушел. Давайте посмотрим, может, у нас осталось. В основном вот что спрашивают, может, вы в курсе, нет? Будет ли проводиться параллель между сведениями, которые 250 статьи, и с предыдущими 240-ми? Будет ли проводиться какая-то параллель? Или как бы мы начинаем с нового листа? Когда уже все этапы пройдут, там 4-й этап остался последний на следующий год. После этой процедуры 240-й формы уже не будет. Его заменит 270-й форма. Понимаю, вопрос, но я неправильно вопрос задал. А вот смотрите, то есть вопрос какой. В 2024 году, вот за 2023 год он не сдавал 240-ю, показал 250-ю. Нет, не будет, мы посмотрим, скажем, а ты что, вот у тебя иностранные ценные бумаги, ну-ка, ты должен был до этого времени 240-ю сдавать. Как вы думаете, такие будут меры приводить? Нет, там 240-я связана с 270-й формой о доходах, а 250-я, что это другие активы, которые были до этой формы. То есть это не путайте. 270 он ежегодно, когда что-то сдает, с ними связан. Если 240-ю сдали, то 270 просто доход указываем. Если
40-й пропустили, вы можете воспользоваться 270 указать. Там сроки до 15 сентября. Хорошо. Ну, окей. В принципе, такие вопросы остались. Давайте посмотрим, были вопросы в комментариях. В принципе, мы так вот быстро прошлись. Это вот что значит хорошо опытный специалист, как говорится. Вам и карты в руки, быстро все сложные вопросы сняли. Вот. Так, сейчас идем, смотрим. Вопросов практически поначалу не было. Одну минутку. Очень интересный вопрос спрашивает НАТО Л-130. Имеется контейнер. Да, нужно ли указывать в декларации? Алмаз Рустамбекович. Контейнер вот эти, видимо, вот, остались же с этих, с продаж. Если она это зарегистрирована в Казахстане, его не надо. Если за рубежом, если он... если за рубежом есть какие-то... Ну, он контейнер, как он регистрация? Вот он-то Он дело. может... Это же как... Это по желанию налогоплательщика. Он может Да, не вы указывать. правы. По-моему, вот хотел узнать, по желанию налогоплательщика, у него же есть право, помните, там, имущество свыше 1000 МРП. Пусть он его тогда оценит, да, и декларирует. Да, по желанию, потому что завтра он продавать будет, что-то на эти средства может что-то купить. Ну, да, его они такие, они довольно дорогие вещи. Я соглашусь с вами, я бы порекомендовал его оценить и тоже задекларировать. А скажите, а ничего, что да, если оценка будет от текущей даты? Нет, официально там утверждена, там дата должна быть 31 декабря прошедшего периода. Сейчас в этом году применяем дату 2023, 31 декабря. Это обязательно. Понятно. Ответ на Гульмира на вновь образованный ИП в 2024 году Алмаз Рустамбекович уже ответил. Если в 2024 году он зарегистрировался и до этого не было всеобщего декларирования, он идет в 4-ю очередь вместе со всеми. Мышка спрашивает, можно ли подавать доп. Декларации в форме 240 Алмаз Рустамбекович. Вот буквально мы с вами по этому поговорили. Но, Гульнар, хорошо, этот вопрос, наверное, не зададим. Вот спрашивают, напомните, помните, говорили, изменение 270 форма, когда вот изменения вы сказали, в марте, да, вы примерно сказали? Она подписана 29 марта. Ждем со дня на день, когда обновится форма, да? Да, уже новая форма должна появиться в системе. Ага. Тоже вот вопрос спрашивают, если учредителем стал в феврале 29-24 года, когда он должен сдавать входную декларацию? Февраль 29 числа. Алмаз Рустамбекович. Февраль 20... Февраль, 29 февраля 24 года. Он индивидуально, если предприниматель, он в следующем году сдает. Да, он, правда, не индивидуальный предприниматель, видимо, не прошло технически. Он учредителем стал 29 февраля 24 года. То есть он то же самое, да, он переходит на следующий вместе год. со всеми. Да. Кто именно по системе зарегистрирован, независимый индивидуальный предприниматель или руководитель учредитель ТО, по состоянию на 1 января они только попадают. После они переходят на следующий год. Алмаз Рустамбекович, вот последний вопрос, на самом деле, много их, но он был такого. Сейчас же наши застройщики, они же не все работают по договору долевого строительства. Многие по предварительному договору купли-продажи. Вот я своим клиентам говорю, все равно вот отражайте их в этом, все равно, что вот он недостроен, любой договор, все там отражите. Я правильно делаю, как вы считаете? То, что советую, что пусть все равно указывают. Вот эти его надо указать, потому что в последующем она же через официальный орган зарегистрирована будет. У вас вопрос будет, почему вы в этом входной... Откуда он появился? Он же когда-нибудь, если могут продать же, сразу зарегистрировал, может продать. Чтобы этих вопросов не было, его надо указать. Хорошо. Супруг ИП устроились в прошлом году. Какую форму? Ну, тут вопрос непонятно, да, тут когда непонятно, супруг был зарегистрирован, поэтому вопрос мы не сможем. Скажите, супруг, наверное, работал в другой системе. Квазигод. Да, индивидуальный предприниматель, да. Он уже по той системе идет, да. Скажем, если супруг, он ранее работал в квазисекторе,
или там в госслужбе работал, то есть они уже попадают на 270-ю, другую форму, следующую. Это касается тех индивидуальных предпринимателей, которые ранее не входили, ранее ни разу не сдавали эту форму. Первый раз, кто сдает, это для этих категорий, да. Спрашивают, кстати, тоже хороший вопрос. Можно ли взять отсрочку для 250 и 270? Снова спрашивают кастакцы. Ну, просто отсрочки, наверное, есть, наверное. Она тут такая же форма, как другие формы. Да. Если заранее подавать будут, конечно, рассмотрим. Понятно. Спрашивают, Айдана, это возможно к Житусуйской, на Житусуйских жалуются, говорят, в Житусуйской терминал не работает. Терминал на Ломоносовской не Да, я работает. увидела. Это в 270-й. 270 вот эти казахстанские дивиденды, нужно их отражать? Дивиденды как доходы можете указать. Ну, в принципе, его можете не указывать. Они же, доходы, если исключаются, да. Они обложены. В основном указываем, что за рубежом, да. Вот этот момент важен. Который не обложен. Ну, я думаю... Ну, вот как раз вопрос спрашивают. Если я юрлицо, не нахожусь на территории Казахстана и до сентября не успею вернуться, как мне быть? Может быть, мы здесь попросим кратко, если у нас ответственность. Да. Видите, здесь три формы есть. Первая электронная. То есть система может находиться, скажем, в той стране, где Германия или в Америке. Оттуда интернет это тоже ловит же. Если Алхазамат скачал, по нему можно представить. Вторая форма есть, по почте можно отправить. Почта тоже максимум за неделю доходит. Третья это кому-то доверенность выписать, и кто-то может за него сюда пришел. Отличная версия. Спасибо. Я думаю, что... Время-то достаточно. Сегодня, скажем, если 1 сентября было бы, я сказал бы, да, там буквально осталось. Сейчас еще времени хватает. Что я думаю, очень вовремя подписчик задал вопрос. Сейчас 4 апреля, до 15 сентября много времени. Я думаю, 3 версий, 3 вот эти вот варианта ответа можно вполне. Да, любой может выбрать, они, да, как другие формы, те же порядки. В продолжении по вопросам в тематике супруги, если муж является безработным, является нерезидентом, а супруга ИП, в какой этап он должен пойти? Безработный, нерезидент, супруг ИП. Они уже себя уже связали, когда оформили. Богом на небесах, да? То есть, как, если супруг индивидуальный предприниматель, он, конечно, как супруг должен обязан подавать параллельно. То есть без разницы, работает он, не работает, все равно должен. Ну да, пустую декларацию сдаст и все, если ничего нет. Хорошо. Спрашивают, как наличные деньги в 250-ю отражать? Там в пределах 34,5 миллиона, если не превышает, ну, самостоятельно, это же по выбору. Он может указать, может пропустить данный пункт. Его мы советуем, чтобы указать, если она есть. Потом, в будущем, если что-то приобретаться будет, он может уже доказать, что декларация его он указывал. То есть он как типа фактически легализованно, что ли, будет считаться, да. Так, хорошо. Буквально последний вопрос, мы, наверное, будем завершаться, друзья мои. Если учредить, вот мы же, помните, с вами начали говорить, что иностранные лица, не резиденты, учредители казахстанских компаний, да, вот вопрос спрашивают, что они, должны ли они отражать свое имущество за пределами Казахстана? Ну, раз законом предусмотрено, они все должны указать, что за рубежом, ну, в Казахстане не указывают, раз за ним зарегистрировано. Но там один момент, если это имущество там обложено по тем законам той страны, тогда здесь повторно облагаться не будет. Это именно речь о доходах от этого имущества. Да. А сейчас он 250, ну, бывает, иностранный недвижимость должен отразить. Да, квартиру, скажем, продал, может там существует тоже подоходный налог. Если он может подтвердить,
завтра может, конечно, предъявить, что повторно Алмаз облагосновение. Рустамбекович, мы так далеко вопрос не был, мы сейчас про 250-ю говорим. То есть, если у него на 31 декабря была, допустим, в Россию, там живет у себя, да, в Ростове, вот эту свою ростовскую квартиру должен просто показать. Все понятно. Так, ну, я думаю, что вопросы как бы здесь уже пошли, если брак с иностранцем. Ну, это опять же, с той же стороны, я хочу раз и навсегда этот вопрос ответить. Алмаз Рустамбекович уже несколько раз это комментировал, я просто завершу. Если вы являетесь предпринимателем, и ваш супруг является нерезидентом, или вы являетесь учредителем компании, да, а ваш супруг тоже является нерезидентом, он все равно должен 250-ю сдавать. Я думаю, что больше такие вопросы мы, думаю, с ним разобрались. Скорее всего, тоже включились, поэтому надо задавать нам. Да. Вот про договор предварительного бронирования квартиры как раз в Алмаз Рустамбекович мы с вами поговорили. Без разницы. Договор, предварительный договор купли-продажи, предварительный договор, как они теперь называют, видите, бронирование, какие разные застройщики. Все равно их надо указать. Ну, желательно подумать, да, если он официально еще не оформлен в уполномоченном органе, конечно, его лучше указать. Тем более, там стоимость, если в договоре где-то указана, его зафиксируйте, конечно же. От него больше пользы будет, чем до вреда. Понятно. Так, идем. Если опять ИП, Ага. Так, акции казахстанских эмитентов Эйр Астана. Нужно ли их указывать 250? Нет, только зарубежные. Только зарубежные. Спасибо. Так, опять база. Максимум лимит, уже Алмаз Рустамбекович ответил, что максимальный лимит наличных это 10 тысяч МРП. Это мы уже проходили. За себя и за супругу, тогда можно 68 уже. Уже будет 68, понятно. Но тогда такие вопросы фундаментальные закончились. Вот. Остались такие, честно говоря, больше... Нет, в смысле, технические вопросы закончились, больше фундаментальные. Я их, опять же, говорю, что присоединяйтесь к нам завтра. Да, Департамент госдоходов совместно с Комитетом госдоходов завтра будут проводить совместный ивент на Аблайхана 38, по-моему, да. Там будет в 10 часов начнется офлайн встреча Комитета госдоходов. Вот, там будут участвовать и два вопроса будут обсуждаться. Первый — это банкротство физических лиц, и второй, да, это уже третий этап декларирования, но там будут участвовать сотрудники Комитета госдохода, дорогие подписчики. Поэтому, если у кого есть желание, на нашем пост в нашем телеграм-канале мы отразили контактных лиц, можно зарегистрироваться и в офлайн режиме напрямую задать сотрудникам вопрос, к сотрудникам Комитета госдоходов задать вопрос по третьему этапу декларирования, который сегодня наш прямой эфир, к несчастью, не нашли, либо у вас появились. Так что вопросы по просвещению всеобщего декларирования не заканчиваются. Так что, пожалуйста, активно участвуйте, задавайте вопросы. Я думаю, что вот такая возможность задать экспертам Комитета госдоходов, она не каждый раз выпадает. Так что думаю, что нужно как можно больше завтра тоже задать вопросов и быть максимально проактивными. Вопросы как бы закончились. Айдана, Алмаз Рустамбекович, у вас под завершение, может, будет пару слов напутственных? Бата берется. Ну, в заключение я могу сказать, чтобы самое итоговое, главное, чтобы по месту жительства его уже главное сдавали. И конечный итог хоть 15 сентября, чтобы они сегодня призываем, чтобы завтра им было легче, чтобы очередь не стоять, чтобы не нервничали. Вот это хотя бы так. Всего хорошо. Спасибо огромное. Я, пользуясь моментом, хочу попросить подписаться на нашу страницу, чтобы получать своевременно актуальное разъяснение налогового и таможенного законодательства. Будем рады каждому вашему подписчику, будем отвечать. Если вопросы остались, также можете продублировать в дайрект. Можете также
звонить к нам в колл-центр, знаете, да, 1414 работает. И, как Алмаз Турсинбекович напомнила, в каждом районном управлении у нас сейчас есть консультативные центры, куда вы можете подходить, спрашивать, задавать. Вам помогут наши специалисты. Там независимо от района, да. Независимо, да. В каждом районном управлении сидят кабинеты есть. Истинная правда, вчера заходил в Бостандык, они на первом месте, самом видном месте они поставили. Кабинет всеобщее декларировали. Так что не пропустить сложно. Ну все, большое спасибо за участие. Айдана, Алмаз Турсинбекович, большое вам спасибо за ваше время. Спасибо огромное. Завтра будем ждать. Ага. Все, До свидания.